Издревле, являясь одним из центральных регионов кочевого мира, Тянь-Шань всегда интересовал кочевников своим стратегическим месторасположением. С древних времен здесь, у подножия небесных гор, жили и строили свои государства саки, усуни и другие народы. В 8 по 14 веках Тянь-Шань и прилегающие к нему регионы находились в центре политических процессов, где создавали свои государственные образования кочевники, такие как тюргеши, карлуки, караханитские тюрки, каракитаи, кыргызы и монголы. Пока в 709 по 711 году кыргызы и енисеи воевали с восточным тюркским каганатом, на территории современного Кыргызстана происходили не менее значимые события, значительно повлиявшие на становление кыргызского народа. Более 1250 лет назад, в 751 году, у реки Талас в Таласской долине встретились полчища арабских и китайских воинов. Это знаменитая Таласская битва, о которой немало написано в учебниках по мировой истории. Чем же знаменита эта битва? 4 дня 2 больших войска стояли у реки в ожидании, когда одна из сторон нападет. Проживало на данной территории племя карлуков, которое получило власть над данными территориями в результате распада тюркского каганата и его ослабления. И поначалу они вынуждены были быть на стороне китайцев. За 4 дня ожидания карлуки успели договориться с арабами и в финальный день атаковали китайцев с тыла. Воодушевленные арабы перешли реку и разбили китайскую армию, убив около 100 тысяч человек и пленив около 20 тысяч согласно арабским источникам. Согласно китайским источникам, китайская армия насчитывала 30 тысяч человек. Правда, всегда где-то посередине. Эта битва может показаться такой же, как и все другие битвы. Одни победили, другие проиграли. Однако с политико-исторической точки зрения эта битва имела огромные последствия для всей Средней Азии и кыргызского народа. Китайцы после поражения у реки Талас не вступали в Среднюю Азию около 1000 лет. Это стало основной предпосылкой распространению ислама. При этом кочевые народы сохранили свою культуру. В дальнейшем в кочевом мире появляется первое оседлое исламское ханство караханидов. Кара, древнекыргызский, сильный, крепкий. Это происходит в 940 году. Караханитское государство находилось на территории современного Южного Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Китая и Таджикистана. Столица находилась в Европе Баласагын, современный Токмок, а позднее в Узгене и в Самарканде. Это первое тюркоязычное государство, где официальной религией был ислам. Часть народа стала оседлой, и это дало кочевому миру первых ученых, таких как Аль-Фараби, Махмуд Кашгари-Барскани и Джусуп Баласагын. Вы, наверное, видели его изображение на купюре номиналом в 1000 сом.